Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейк-Шара. Сегодня в программе. Роберт Киут рассказал о приоритетных направлениях работы и планах на следующий год. Шторм, сильный ветер и ливень в Гагарском районе. Актуальный репортаж нашего САПКОРа. В Палате адвокатов состоялось награждение молодых специалистов ежегодной премии и принятие присяги. МВД и все правоохранительные органы обеспечат правопорядок в случае проведения митинга в день заседания сессии парламента, намеченного на 27 декабря. Об этом заявил министр внутренних дел Роберт Киут на пресс-конференции, посвященной итогам года. Также были затронуты такие важные темы, как борьба с распространением наркотиков и организованной преступностью, ситуация с ДТП и другие вопросы. Глава МВД рассказал о приоритетных направлениях работы и планах на следующий год. Репортаж Гугуцы Вардания. В уходящем году зарегистрировано 574 преступления общеуголовной направленности, из которых оперативным путем раскрыто 436. За аналогичный период прошлого года 704, из которых раскрыли 644 преступления. Минус 130. Я считаю, это хороший результат. Да, и так, и по другим тяжкие преступления, если брать. Вот прошлый год 218, 206. Ну и раскрываемость, в принципе, очень достаточно хорошая. Одной из сложных проблем по-прежнему остается ситуация на дорогах. В уходящем году произошло 170 дорожно-транспортных происшествий. За аналогичный период прошлого года 201. МВД ведет активную работу по предотвращению ДТП. Однако, по словам Роберта Киут, только человеческим ресурсом не справиться. Поэтому в этих целях в 2024 году по республиканской трассе будет установлено более 50 камер фиксации нарушений ПДД. Вы понимаете, тогда каждый из нас, нарушая правила дорожного движения, будет понимать, что он где-то был зафиксирован. Плюс ко всему, у нас еще уже, в принципе, готово, мы ее уже в тестовом режиме запускаем, программу, так сказать, автоматическую, то есть передачи данных по автомобилю. То есть зафиксировался один автомобиль, и мы его можем просто быстренько найти везде, где бы он ни был, по тем камерам, которые у нас уже введены. Помимо этих камер, которые мы сегодня установили и будут установлены в рамках следующего года, так скажем, да, мы еще будем работать со всеми теми камерами, которые работают сегодня в онлайн-доступе. То есть под них также будет прописано программное обеспечение. Это уже для работы с населением, с различными преступлениями. Министр внутренних дел Роберт Киут также отметил и острую нехватку кадров в службе ГАИ из-за низкой зарплаты сотрудников. Средняя заработная плата сотрудника ГАИ составляет порядка 17 тысяч рублей. 17 тысяч рублей. Вот просто вдумайтесь в эту цифру. Человек, который сутки должен провести на трассе в таких ужасных условиях, в жару там, или в холод, разницы нет, но мы с них требуем, конечно, гораздо больше. Сегодня мы уже, мной дана команда, чтобы сотрудники ГАИ получали от 30 тысяч рублей. То есть я изыскиваю все возможности, которые могли бы позволить им сегодня получать хотя бы какую-то приближенную к достойной заработную плату. В уходящем году правоохранительными органами зарегистрировано 191 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В основном, по статистике, распространением наркотических средств в Абхазии занимаются граждане из Средней Азии. Сегодня в местах лишения свободы по этой статье находится около 140 человек. Вот их используют в этом плане как гастарбайтеров. Я это называю, знаете, как отправляют на убой. Они не знают ни законов Республики Абхазия, насколько суровые у нас законы. Они даже не понимают, куда они едут. Им говорят, вот поезжайте туда-то и сделайте то-то. Потому что все показания дают практически одинаково. Они искренне понимают, что они ошиблись. Но это наш закон, как говорится, он достаточно суров. И эти люди попадают на самом деле под эти статьи, очень, так скажем, жесткие. Я считаю, что это правильно. И в некоторых степени, наверное, еще нужно было еще ужесточить. Но вот обратно же, если мы видим, от одного и того же человека отправляются люди постоянно. Были у нас случаи, когда мы 12 до 15 человек с одного канала задерживали. Представляете, какое количество людей человек отправил на убой. Когда мы начинаем идти, видим уже, кто показания-то они дают, и когда какие-то соотношения приводишь, ты понимаешь, что там сидит один человек.
по этому каналу, который отправляет людей. Соответственно, мы проработали механизм с нашими российскими коллегами, который нам сегодня позволил уже работать там. И уже есть результаты. Нехватка кадров существует и в штате управления по контролю за оборотом наркотиков. Всего в подразделении 16 человек. Однако все службы МВД нацелены на эффективную работу в этой области и выполняют поставленные задачи. У нас нету в районных подразделениях таких подразделений, как УБЭП. У нас нету подразделений УКОН. У нас нету в районах. Их как-то в свое время исключили. Конечно же, я считаю, это неправильно. Недостаточное количество людей сегодня у нас находится именно в этом подразделении. Но я обратно вам скажу так, что несмотря на то, что сегодня их мало, но работу они достаточно хорошую показывают. Плюс ко всему, у нас сегодня мы добились того, что районные подразделения очень хорошо работают в этом направлении, им помогают. Буквально недавно, на прошлой неделе, в Гулрипском районе была задержана целая группа закладчиков, которая помогала, так скажем, УКОНу в работе. И они отработали и не одно. За 2-3 недели, так скажем, 2-3 мероприятия проведены в Гулрипском районе. В других районах там такая же работа ведется. То есть сотрудники, они все друг другу помогают. Уголовный розыск, он везде находится, во всех районах. И они в основном работают. А так, в принципе, все службы Министерства внутренних дел нацелены на эту работу. Роберт Киут рассказал и о ходе дела, связанного со смертью жителя села Царча от Кварчалского района Тимура Карбая. Я дал команду разобраться детально. Те, кто, возможно, могут к этому иметь причастие, они на сегодняшний день отстранены. Для того, чтобы не мешали ходу, как говорится, следствия и работы вообще проверяющих органов. По результатам будет принято соответствующее решение. Я очень надеюсь, что смерть этого человека не была вследствие какого-то воздействия моих сотрудников. Я очень на это сильно надеюсь. Просто во благо их. Но если это будет так, то все участники будут наказаны в полной мере. Никто от наказания не уйдет. В уходящем году проведено 85 служебных проверок. 2 материала направлены в Генпрокуратуру. 104 сотрудника подвергнуты дисциплинарным взысканиям. Это выговоры, строгие выговоры, в том числе и увольнение. Уволены 4 сотрудника. Есть увольнение, конечно. Предупреждение о неполном служебном соответствии 31 сотрудник. Выговор объявлен 20 сотрудникам. Строгий выговор 46, понижение в должности 3. То есть в этом направлении ведется достаточно, так скажем, активная работа. Я думаю, это цифры достаточно серьезные цифры. Это за все те проступки, которые совершают наши сотрудники. Роберт Киут также рассказал, что в преддверии курортного сезона сотрудниками МВД проводятся профилактические мероприятия по предотвращению преступлений. Он добавил, что с каждым годом количество гостей в республике растет и важно обеспечить их безопасность. Хотим сделать так, чтобы при входе на территорию Республики Абхазия каждое лицо автоматически фиксировалось. Мы будем устанавливать там камеры. Это нам позволит, в принципе, как эта система работает, обратно в общедоступном языке говорю. Человек заходит на территорию, его фотокамера зафиксировала, она автоматически его передает в базу данных, и везде, где бы он по территории Абхазии не попал под наши камеры, его данные мы имеем возможность получить. Где он был, чем занимался, как бы говорится, в том объеме, в котором мы сможем в дальнейшем установить эти камеры. Министр внутренних дел рассказал и об амнистии. В честь 30-летия Победы следственными подразделениями МВД было принято решение о прекращении 5 уголовных дел и вынесено решение об отказе в возбуждении уголовных дел по 32 материалам проверок сообщений о преступлениях. По амнистии из мест лишения свободы освобождено 13 человек. Журналистами была затронута и тема организованной преступности в республике. Роберт Киут отметил, что необходимо принять действенные меры. Если идет речь о ворах в законе, мы понимаем, раз человек имеет статус вора в законе, значит, он себя считает преступным авторитетом, соответственно, лидером какой-то определенной группировки. Также, то есть с учетом чего в отношении него должны быть приняты законные меры. Я считаю, что такие люди, они должны в рамках закона нести наказание, потому что он однозначно не возглавляет какую-нибудь организацию благотворительную, ничего другого. Все их цели направлены на
как сказать, преступную деятельность. Также, соответственно, как лидер, как глава, он должен быть привлечен к ответственности. И с учетом этого, конечно же, если наши депутаты считают, что этот закон неприемлем, мы хотели бы, конечно, услышать правильные комментарии в письменном виде. А что нам нужно поменять? И почему считают, что некоторые у нас достаточно? Сегодня есть возможности для привлечения такой категории лиц к уголовной ответственности. В завершении встречи с журналистами Роберт Киут подчеркнул, что во время сессии парламента, назначенной на 27 декабря, правоохранительные органы обеспечат правопорядок. Депутаты, то есть они являются народными избранниками, и они должны провести комфортно свою сессию. Никаких действий со стороны гражданского населения противоправных хотелось бы, чтобы не было допущено, потому что на все проявления незаконные мы будем соответствующим образом реагировать. В рамках пресс-конференции был затронут и ряд других важных тем. Гугу Савардания, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. В связи с предстоящим проведением представителями оппозиционных сил, политических и общественных организаций несанкционированного митинга, назначенного на 27 декабря в городе Сухум, генеральный прокурор Абхазии обратился к гражданам республики с призывом воздержаться от принятия участия в незаконном мероприятии. Уважаемые граждане, в связи с предстоящим проведением представителями оппозиционных сил, политических партий и общественных объединений несанкционированного митинга, назначенного на 27 декабря 2023 года в городе Сухум, от лица прокуратуры Республики Абхазия обращаюсь к вам с убедительной просьбой. В целях предотвращения возможных эксцессов, правонарушений и других неправомерных действий воздержаться от принятия участия в указанном незаконном мероприятии. Кроме того, информирую вас о том, что вокруг комплекса правительственных зданий, расположенных на набережной Махаджиров и улице Лакоба города Сухум, установлены камеры наружного наблюдения и ведется круглосуточная запись. Помимо этого, на месте будет нести круглосуточное дежурство межведомственная оперативно-следственная группа, которая в силу возложенных на нее обязанностей будет вести наблюдение за происходящими процессами и фиксировать любые возможные противоправные действия. Вместе с тем, в случае возникновения угрозы безопасности гражданского населения, дестабилизации общественной обстановки в республике, правоохранительные органы обязаны применить весь комплекс мер, направленный на предотвращение такого рода ущерба, вплоть до привлечения организаторов и участников массовых беспорядков, предусмотренной действующим законодательством ответственности. Союз политических партий и общественных организаций выражает убеждение, что соглашение о передаче Российской Федерации в аренду земельного участка Пицунской госдачи и передаче в собственность имущественного комплекса на данной территории отвечает положительному характеру абхазо-российских отношений. Об этом говорится в обращении Союза к депутатам Народного собрания. К сожалению, усилиями оппозиционных сил ратификация данного соглашения стала рассматриваться в негативном ключе, превратившись в инструмент внутриполитической борьбы. Союз призывает все политические силы не использовать абхазо-российские отношения во внутриполитической борьбе и помнить, что Россия стала первым государством, признавшим независимость Абхазии, и выполняет союзнические обязательства по охране суверенитета и обеспечению безопасности границ нашего государства, говорится в документе. Союз политических партий и общественных организаций Абхазии обращается к правоохранительным органам с просьбой обеспечить спокойные условия работы депутатов парламента. Абхазия и Россия внесли необходимые изменения в соглашение о передаче госдачи в Пицунде. Техническую неточность исправили обменом дипломатических нот, рассказал глава МИД республики Инал Арзанба, а также посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Сегодня мы встречаемся для того, чтобы подвести итоги работы по внесению исправлений в соглашение по передаче объекта в Пицунде. Исправления технического характера были внесены путем обмена нотами. Это произошло в соответствии со статьей 79 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. Это международная конвенция, закрепляющая основополагающие международно-правовые нормы, относящиеся к заключению, вступлению в силу, применению, расторжению, толкованию и соблюдению
межгосударственных договоров. Мы внесли изменения, внесли исправления по принципу так называемому ab initio, то есть исправленный текст заменяет собой содержащий ошибку текст. Таким образом, мы констатируем, что необходимые исправления в данное соглашение были внесены. Совсем недавно здесь на площадке медиацентра МИД Абхазии была достаточно предметная дискуссия на тему правового анализа, правовых аспектов процедуры внесения исправления, а также самого существа этого соглашения. Это была достаточно предметная дискуссия. На мой взгляд, мой коллега, министр юстиции Барцец, дал исчерпывающие комментарии, исчерпывающие аргументы по этому вопросу. Таким образом, хочу поблагодарить и российскую сторону за то, что мы эффективно поработали по этому важному вопросу, который, как мы, Михаил Александрович, с вами обсуждали, неоднократно этот вопрос поднимался в ходе межгосударственных переговоров. Поэтому по этому важному вопросу хотели проинформировать о том, что констатируем внесение исправлений в соглашение. Действительно, координатные точки в приложении скорректированы. Что мы очень признательны абхазской стороне и Наурбатовичу в частности, который лично приложил много усилий с тем, чтобы этот вопрос, который, в общем-то, изначально не вызывал ни у кого сомнений, а позднее превратился в объект для критики отдельных оппозиционно настроенных граждан Абхазии, что само по себе и неплохо, критика всегда помогает, да, но не всегда эта критика объективна, и не всегда она способствует развитию двусторонних дружеских отношений. Мы исходим из того, что предстоящая ратификация станет очень важным элементом в этом процессе и будет способствовать развитию наших двусторонних отношений по нарастающей. Я бы хотел отметить несколько аспектов, которые, на мой взгляд, вроде бы специалистам ясны, но не всегда публика воспринимает это. Значит, первое. Данное соглашение не предусматривает передачу в собственность России земли, территории, на которой находится объект Пицунда. Тот самый объект, который часто, я слышу, называют госдача. Вот. Территория передается в аренду сроком на 49 лет. В собственность передаются только здания, ремонт и содержание которых должна осуществлять Федеральная служба охраны Российской Федерации. И действительно, как сказал министр, в приложении к соглашению, точнее в перечне координатных точек, определяющих границы земельных участков и границы акватории, изначально были допущены неточности. Согласно сложившейся мировой международной правовой практике, технические исправления в международном договоре могут быть оформлены путем обмена дипломатическими нотами, что и было сделано между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Абхазия. Уважаемый министр уже упоминал Венскую конвенцию о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, которой обе стороны руководствовались. Дипломатические ноты были направлены, подтвердили, что уточненные координатные точки объекта Пицунда на этот раз составлены правильно, и, соответственно, стороны согласились с внесением их в текст, точнее, в приложение к соглашению. Еще один аспект, который бы мне хотелось отметить, это то, что вот эту тему пытаются эксплуатировать различные представители неправительственных организаций. Причем эксплуатировать так, как, на мой взгляд, эксплуатировать их не нужно было бы. Мы, естественно, задаемся целью на тему, кому это выгодно и кто к этому стремится. Я, может быть, не очень много, но все-таки путешествую по стране и часто встречаюсь с гражданами Абхазии, и очень многие сами подходят самостоятельно и задают вопрос,
а что же такое, почему так в столице сложилось, что до сих пор соглашение не ратифицировано. Более того, для многих этот объект ассоциируется с Владимиром Владимировичем Путиным, который неоднократно там бывал. На объекте бывал также Сергей Викторович Лавров. В частности, вот там состоялась его встреча, в том числе с Иналбатовичем. Эйнал Ардзенбе и Михаил Шургалин также прокомментировали деятельность некоторых международных неправительственных организаций на территории Абхазии. Совсем недавно была озвучена первым заместителем председателя службы государственной безопасности весьма важная информация. Она касается финансирования, которое поступает от программы развития ООН, так называемой UNDP. В свою очередь, UNDP получает это финансирование от американского органа государственной власти, который называется USAID. Хочу еще раз обратить внимание на всю опасность, масштаб опасности, который открывается в связи с этим. И, конечно, сотрудничать с такими структурами нельзя. Мои коллеги из Службы государственной безопасности обнародовали информацию о достаточно масштабном финансировании, которое исходит от UNDP, а на самом деле исходит от USAID, американского органа власти, так называемого Агентства США по международному развитию, которое, к сожалению, к нашему огромному, использует официальную структуру подразделения Организации Объединенных Наций для манипулирования общественным мнением, для нарушения духовно-нравственных связей внутри общества, для стравливания людей. Они это умеют делать прекрасно. Мы это видели в огромном количестве стран. Это было и на постсоветском пространстве. Вот я лично, когда работал в администрации президента России, наблюдал за тем, как мастерски американцы стравливают украинцев, нарушают духовно-нравственные связи внутри общества и между братскими народами. У них это получается. Поэтому я хотел бы призвать и обратить внимание соотечественников на то, что, конечно, наверное, наш долг сегодня в этой сложной ситуации очень внимательно к этому относиться. К огромному сожалению, финансирование касалось достаточно большого количества представителей НПО Абхазии, журналистов и некоторых даже молодежных организаций. Поэтому, конечно, необходимо на это обратить самое пристальное внимание. Мы сейчас совместно с коллегами из СГБ очень активно разбираемся в том, что происходило на данном направлении. Мы приняли решение пока приостановить сертификацию проектов UNDP, и правоохранительные органы будут принимать по итогам анализа предметного все необходимые, адекватные меры реагирования. Это, конечно, крайне важно. Хотел бы также обратить внимание на то, что открыта официальная позиция американского органа власти USAID заключается в двух ключевых целях, которые они собираются преследовать и преследуют, к сожалению, на территории Абхазии. Первое – это восстановление так называемой территориальной целостности Грузии через так называемую реинтеграцию Абхазии в состав Грузии. Это делается весьма мастерски, выступают различные люди, говорят о примирении, о всепрощении, об идеологии прощения. Это, разумеется, первый этап на пути к более открытым заявлениям. Разумеется, это известная американская технология работы. Кроме того, одна из важных целей, которую мы тоже обнаружили на официальном сайте USAID, это противодействие так называемому пагубному влиянию Кремля. Разумеется, нет никакого пагубного влияния. У нас как были замечательные отношения, так они и будут. И мы должны разочаровать представителей органов власти США, ничего у вас не получится. Агентство США по международному развитию, известное более под названием USAID, это структурное подразделение Государственного департамента. Они подчиняются напрямую госсекретарю Энтони Блинкену. Кто такой Энтони Блинкен, все прекрасно знают.
его злобные выступления зашкаливают даже по сравнению со многими другими деятелями стран НАТО. Это первый момент. Второй момент. USAID поставляет основную часть средств, которые расходуются на проект НПО. Исключение этого агентства из этой цепочки, естественно, ослабит негативную работу из-за рубежа, и поэтому такая острая реакция. И третий момент. Прежде чем начинается реализация каких-то проектов на территории Абхазии, это проходит согласование с государственными структурами Грузии. И тут получается явный перекос, потому что грузинские власти диктуют, что и как должны делать неправительственные организации, а те, в свою очередь, отказываются подчиняться Министерству иностранных дел Абхазии и отчитываться о своей деятельности. Я думаю, что даже если бы какая-то деятельность неправительственных организаций была бы полезна Абхазии как государству, то, наверное, стоило бы предварительно спросить мнение у властей. Власти бы подсказали, где чего не хватает, где что нужно, чему помочь. Но неправительственные организации, и понятно почему, потому что это американские деньги, и грузинское управление отказываются согласовывать с МИДом Абхазии свою деятельность. Собственно, этим и объясняется реакция властей на их деятельность. Вы знаете, я хотел бы еще прокомментировать. Хочу, чтобы наши соотечественники знали, что если бы кто-то хотел сделать что-то важное, благородное и доброе для нашего государства, мы бы всегда это приветствовали. Мы хотим, чтобы в Абхазии работали разные благородные и добрые люди. Но когда мы видим, что эти представители международных НПО приходят к нам и дезинформируют нас, занимаются совершенно другими делами по сравнению с теми анкетами, которые они приносят в МИД Абхазии, конечно, это у нас вызывает самую такую вот внимательную реакцию. И мы, разумеется, не допустим, чтобы это происходило. И отдельное внимание, конечно, будем уделять такой структуре, как USAID. Безусловно, они будут пытаться различными другими способами влиять на ситуацию в Абхазии и на организацию, официальное подразделение ООН, это программа развития ООН UNDP. Кстати, вот сегодня буквально мы от коллег получили информацию о том, что один из наших соотечественников, который в свое время был фактически завербован спецслужбами Грузии, он сегодня живет и работает в Грузии. Значит, ему там создали общественную организацию, и этот человек, я даже не хотел бы произносить лишний раз его имя, значит, он у нас проходит по статье Уголовного кодекса Республики Абхазия 273 «Государственная измена», и сегодня, занимаясь антиабхазской, антироссийской деятельностью из Грузии, получает финансирование от UNDP и получает финансирование от USAID, то есть те же самые организации. Поэтому мы так внимательно будем относиться к так называемой работе этих структур. Это не работа, это попытка хаотизации, это попытка стравливания. Вот это их главная цель. Я хотел бы, чтобы наши соотечественники об этом знали. В случае необходимости мы всегда открыты для диалога для наших людей, для наших соотечественников. Всегда готовы аргументированно изложить нашу позицию. Состоялся 8-й съезд Народной партии Абхазии. В повестке дня было 5 вопросов. В работе съезда принял участие руководитель администрации президента Бессолом Гварча. С основным докладом выступил исполняющий обязанности председателя политсовета НПА Юрий Квициня. Далее внесли изменения в устав партии, избрали членов и председателя политсовета. Единогласным решением председателем политсовета Народной партии Абхазии стал Шамиль Аценба. Я уверен, что плечо партии будет чувствовать каждый ее представитель, каждый член партии. И мы вместе будем, как одна большая семья, будем заниматься
проблемами нашего народа и нашего государства. Их у нас много. Я бы хотел сказать, обращаясь к власти в первую очередь, Народная партия будет постоянно держать вас в тонусе, основываясь на Конституции и законах государства. Будем в пределах полномочий осуществлять контроль за деятельностью всех органов власти. Это в праве у партии, это в полномочиях партии, это в уставе нашей партии, мы будем это делать. И это разрешает, самое главное, закон. Хочу обратиться к оппозиции. Силовые акции 2004, 2014, 2020 года не изменили нашу жизнь к лучшему. Спросите у людей, вы стали жить лучше? Нет. Есть много механизмов, силовые в том числе, но мы уже это опробировали, нам надо делать по-другому. Нам надо понимать, что правда, она всегда посередине, она не может быть на одной из сторон. Поэтому я хочу обратиться к непримиримой оппозиции, что бескомпромиссность – это не есть позиция. Надо обязательно мыслить по-государственному, думать о будущем народа и к чему пройдут конкретные действия в той или иной степени. Конечно же, сегодня мы априори, как партия, мы не во власти, мы априори уже оппозиция, потому что если ты не во власти, то ты значит оппозиция. Но я бы хотел уйти от этого слова, хотел этих слов оппонировать. Народная партия будет жестко оппонировать власти, если будут допускаться серьезные ошибки. Очень жестко. И предлагать, но при этом будем предлагать пути решения и выхода из той или иной ситуации, о которой идет речь. Вот. И будем обязательно сотрудничать в вопросах укрепления государства. Будет указывать и на ошибки непримиримой оппозиции. И будем сотрудничать там, где есть интересы. А наш интерес – это интересы народа Абхазии. Народная партия не будет обслуживать ничьи политические амбиции. Мы самодостаточная политическая партия и в состоянии самостоятельно определять свою внутреннюю и внешнюю политику. Приглашаем все политические силы здравые к сотрудничеству. Абхазская и грузинская стороны провели рабочую встречу на Ингургэс, рассказала радио «Спутник» вице-премьер-министр экономики Кристина Озган. Обсуждались вопросы объема выработки электроэнергии в январе-марте 2024 года, график потребления электроэнергии в этот период с учетом сохранения необходимого уровня воды в водохранилище, а также другие вопросы, связанные с эксплуатацией комплекса, отметила она. По ее словам, абхазская сторона сообщила, что намерена приступить к реконструкции перепадных ГЭС. Переговоры в формате рабочих встреч на плотине Ингургэс проходят часто и позволяют своевременно решать вопросы эксплуатации комплекса, отметила Кристина Озган. Гендиректор Ингургэс Ливан Мибойня в комментарии абхазскому телевидению подчеркнул, что Грузия не планирует восстанавливать перепадные ГЭС, потому что считает это невыгодной инвестицией. В 2015 году проект реконструкции рассматривался, но тогда потребление электроэнергии в Абхазии было почти в 2 раза меньше, добавил он. В Сухуме простились с ветераном Великой Отечественной войны Алексеем Шоня. Проводить в последний путь героя пришли президент Абхазии Аслан Джаня, члены правительства, депутаты Народного собрания, общественность. В 1942 году Алексей Шоня добровольно ушел на фронт, участвовал в освобождении Донбасса, Крыма, Керчи и Ростова. Он получил ранения в боях в Ростовской области и при освобождении Киева. В годы Отечественной войны народа Абхазии ветеран был сапером, защищал подступы к Творчалу. Алексей Шоня награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, орденом Красной Звезды, орденом Славы, орденом Октябрьской революции, более 30 медалями за освобождение различных городов, а также медалью за участие в войне 1992-1993 годов. В поселке Акармара Ткварчалского района укладывают новую дорогу. Президент Абхазии Аслан Джани уделяет особое внимание экономическому развитию восточной части страны. В рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии в этом году было осуществлено немало значимых проектов. По поручению главы государства в мае текущего года начались работы по устройству асфальтобетонного покрытия от Ткварчала до Акармары. Новая дорога свяжет город с туристическими объектами поселка. В настоящее время уложено более 5 километров покрытия с учетом ответвлений к радоновым источникам, водопаду Золотоносец и автостоянкам. В инвестпрограмме на данный вид работ было заложено 219 миллионов рублей. Завершить их планируют в начале следующего года. На данном этапе ведутся работы по устройству асфальтобетонного покрытия в поселке Акармара общей протяженностью более 15 километров.
объемом больше 92 тысяч квадратных метров. Предполагается и ведутся работы в 2 слоя. То есть первый слой у нас получается такой выравнивающий, второй уже финишный. Итого толщиной 9 сантиметров. Тут еще серьезные погодные условия, свой микроклимат. Работы, получается, не всегда получается укладывать асфальт, приходится ловить погоды. Также довольно-таки сложный рельеф, очень много сил, времени и денег ушло на подготовку полотна перед укладкой асфальтобетона. Но работы ведутся, в принципе, все по плану. Большой спрос идет на это кармарская территория. И людям это удивляет, за то, что это все сталинские постройки. Вот. Это все постройки с камня. Не то, что там, или сейчас то, что строят дома, это конструкции. Это было все сделано с камня. Вот. И сложение этих камней было очень сложным проектом. И основные дома строили немцы. Сейчас будет уже асфальт, как видите, ложится потихоньку, идет спускается в город и будет увеличиваться поток. Вот. Большое спасибо руководству, что так решили построить дорогу. То, что люди могут доступно доехать сюда. Вот. Сейчас на Новые годы будет большое скопление народу, новогодние праздники. Шторм, сильный ветер и ливень нанесли ущерб железной дороге в Гагарском районе, на Белой речке в Гудауте, в районе Киласур-Сухуми и на станции Псырцха. На железнодорожные пути упало значительное количество деревьев. Работы на местах ведут работники АЖД. О работах в Гагарском районе в репортаже нашего специального корреспондента Сарии Кварцхеля. На 2010 километре, 7-8 пикете Цандрыпшгагра из-за сильных дождей и шторма произошел подмыв подпорной стены, которая держала полотно ЖД. На этом участке мы уже второй раз находимся. Первый раз это было на той неделе, на тех выходных. Но подмыв стены был, скажем так, кусок стены смыло. А сейчас, позавчерашним днем уже смыло всю стену. То есть мы второй раз здесь. Ранее на участок привезли более 60 КАМАЗов бутового камня, однако эта подпорную стену не удержала. А 24 и 25 декабря специалисты АЖД провели работы по установке тетраподов – железнобетонной инженерной конструкции, которая способствует укреплению прибрежной зоны. К сожалению, бетонировать пока речи не идет. Будем тетраподами усиливать стену и засыпать бутовым камнем. Засыпаем КАМАЗами сверху. А отсюда уже экскаватор подсыпает сам берег. Сейчас работы на данном участке завершены. Железная дорога на 2010 километре была открыта для пропуска поездов утром 26 декабря. По словам главного инженера АЖД Леонида Куруа, непогода нанесла ущерб не только железной дороге в Гагарском районе, но и на Белой речке в Гудауте, в районе Киласур в Сухуми и на станции Псырцха. На железнодорожные пути упало значительное количество деревьев. Работы по очистке путей на местах ведутся и сегодня. Сария Кварцхеля, Тимур Кови, Абхазское телевидение. 26 декабря – день рождения премьер-министра Абхазии Александра Анкваб. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил поздравительный адрес главе абхазского правительства. Хотел бы отметить ваш значимый личный вклад в расширение российско-абхазских отношений, основанных на принципах дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства. Благодаря активной работе по правительственной линии углубляется сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной сферах. Успешно воплощаются в жизнь перспективные совместные проекты, говорится в поздравительном адресе. Михаил Мишустин выразил убеждение, что дальнейшее наращивание практического взаимодействия в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Абхазия. С днем рождения Александра Анкваб также поздравил председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Убежден, что доверительный диалог между нашими странами будет поступательно укрепляться на благо братских народов России и Абхазии, говорится в поздравительном адресе. В Палате адвокатов состоялось награждение молодых специалистов ежегодной премии «Лучший молодой оратор Палаты адвокатов Абхазии», а также принятие присяги. На церемонии была наш корреспондент Алика Трапш.
Ежегодная премия «Лучший молодой оратор Палаты адвокатов Абхазии» имени Мирона Шамба присуждается молодым адвокатам, у которых стаж работы не более 5 лет. В этом году решением Совета Палаты адвокатов премию удостоились Нона Смыр, Инал Хашба и Кристина Харчилава. Юрист, конечно же, я не молодой, но адвокат сравнительно молодой, работаю всего 2 года адвокатом. Но в первую очередь я хочу поблагодарить семью Шамба, которые основали эту премию, и поблагодарить всех, кто меня удостоил этой премии. Я горжусь и рада тому, что я работаю с мэтрами абхазской адвокатуры, которые стояли у истоков становления нашей абхазской адвокатуры послевоенное время. Это Константин Лаврентьевич Чигава, Роза Платоновна Зантария, Леонтий Родионович Абгаджава и другие. Всех перечислять, конечно же, я не буду, но хочу сказать, что среди таких мэтров есть и молодые, начинающие, талантливые адвокаты, которые очень талантливые, стараются, и у них все получается, и будущее, конечно же, за ними, за молодыми. Работа адвокатов сложная и ответственная. Они оказывают квалифицированную юридическую помощь гражданам, защищают их интересы и права в суде. Для молодых специалистов, удостоившихся премии, эта награда является большим стимулом для достижения еще больших и лучших результатов в их профессиональной деятельности. Я считаю, что каждый из молодых адвокатов горд получить данную премию, тем более таких людей, как Константин Лаврентьевич Зантария, Роза Платоновна, поскольку они являются лицом адвокатуры, основателями адвокатуры. Для меня это, правда, очень значимый момент. Я работаю всего год, и за год таких успехов добиться для меня это многого значит. Это означает, что я на верном пути, выбрала правильную профессию. Данная награда очередной раз подтверждает то, что хочется еще больше заниматься своей работой и профессионально заниматься, и качественно, и всячески помогать людям, которые нуждаются в нашей работе. На сегодняшний день около 60 адвокатов в возрасте до 40 лет трудятся в Палате адвокатов. 30 из них имеют стаж работы не более 5 лет. По словам председателя Палаты адвокатов Абхазии Константина Чагава, у молодых защитников хорошие перспективы. Мы их готовим, с ними работают люди, опытные адвокаты, постоянно и очень хорошие, грамотные адвокаты у нас. Они очень хорошо владеют своим профессиональным знанием, очень хорошо понимают, что надо делать, как надо человеку обращаться, какую помощь надо оказывать. И если что-то непонятно, к нам приходят, мы им объясняем, они это воспринимают, у нас очень прекрасно это все проводится. Ряды адвокатов пополнили еще 3 молодых специалистов – Дона Шулумба, Анна Кугония и Саида Шамба. Они торжественно приняли присягу адвоката. Аля Катрап, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. Более 115 миллионов рублей на реализацию различных проектов за последние 5 лет. Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс подвел итоги работы. Множество проектов и мероприятий, направленных на укрепление этнокультурного единства, сохранение и развитие родного языка, традиций и обычаев. Их реализация стала возможной благодаря председателю Высшего совета ВААК Мусе Экзекову и дружной команде конгресса. Репортаж Азины Ханагуа. Подведение итогов для Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса – регулярное событие, позволяющее определить эффективность проделанной работы, выявить успешные проекты или области, требующие дальнейшего развития. ВААК продолжает активно укреплять связи и контакты между представителями абхазо-абазинского и убыхского народов по всему миру. За текущий год были реализованы десятки проектов, направленных на укрепление этнокультурного единства, сохранение и развитие родного языка, традиций и обычаев. За 2023 год план мероприятий был перевыполнен. Наша команда провела 102 мероприятия по различным проектам. При плане 80 мероприятий. Более 50 населенных пунктов Абхазии приняли участие в реализации данных проектов. За 2023 год более 5000 человек приняли активное участие в данных проектах. Реализованные проекты охватывали такие направления, как изучение истории, языка, культуры, спорта, здравоохранения, воспитания и развития детей, благоустройство территорий, бережное отношение к окружающей среде и экологии. Подводя итоги работы, руководитель Сухумского офиса ВААК Тимур Яквава подчеркнул, что те задачи, которые были поставлены Мустой Экзековым, выполнены.
Объем задач, стоящий перед командой ВАГ, увеличивается. Поэтому и возрастает потребность в новых специалистах. Так, в 2023 году команда пополнилась 2 новыми сотрудниками информационного отдела. Это Алиса Хутаба и Эсма Голландия. Могу сказать, что за 2023 год количество публикаций составило 3546. Это публикации на 6 языках. Основной источник финансирования ВАГ – пожертвования от председателя Высшего совета Мусы Игзекова. За последние 5 лет они составили более 115 миллионов рублей. На сегодня общая смета постоянных ежемесячных административных расходов Конгресса составляет 1,5 миллиона рублей. Задачи, количество проектов реализованных и, в принципе, даже люди, члены команды, все это увеличивается с каждым годом и, соответственно, растут расходы. Поэтому в следующем году мы нацелены на то, чтобы искать, значит, дополнительные источники финансирования и снизить хотя бы какую-то часть нагрузки, которая на нашем председателе. Кан Таня также рассказал о работе, проделанной командой Алашара в Карачаево-Черкесии. За 2023 год проведено 95 мероприятий при плане 90. Охвачено более 23 тысяч человек. Общая смета расходов по деятельности в Карачаево-Черкесии составила более 46 миллионов рублей. О планах работы Конгресса на 2024 год рассказал Инар Гыцба. Он отметил, что они рассчитывают на развитие и укрепление взаимодействия с Федерацией абхазских культурных центров Турции. В этом году вы знаете, что в Турецкой Республике состоялись очередные выборы председателя Федерации абхазских культурных центров. И вот мы высылали предыдущему руководству, Муса Хабалевич направлял информацию, детальную информацию о структуре работы Конгресса, о структуре работы Алашары, о опыте, который накопился за эти годы, да, и о планах. Плюс были проектные предложения и приглашения к совместной работе по реализации этих проектных предложений, которые были направлены предыдущему руководству Федерации абхазских культурных центров. И с избранием нового правления эта информация была направлена также и новому руководству и обновлена. Уже назрело, значит, чтобы в Турции мы также разрабатывали программы как в Алашаре, как в Конгрессе. Значит, чтобы в Турции появился свой бюджет, такой же содержательный, как у нас здесь. И, конечно же, мы мечтаем, мы хотим все-таки сформировать такую вот активную деятельность, активную команду в Турции с тем, чтобы такие же программы, как в Абхазии, в Абазаште, происходили в Турции. Может быть, в еще большем количестве, в еще большем объеме, потому что вас в Турции в 10 раз больше, чем в Абхазии и в Абазаште. Ну, соответственно, и потенциал, на мой взгляд, должен быть больше. И в этой связи давайте подумаем, может быть, нам нужно иметь молодого, активного человека, который очень хорошо разбирается. В отчетной видеоконференции также приняли участие члены ВАГ из Турции, Москвы, Германии, Абхазии. Программа на 2024 год, составленная Сухумским офисом, направлена в аппарат Конгресса для утверждения председателя. Шазина Ханагуа, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Подведены итоги конкурса на соискание государственной премии имени Дмитрия Гуля в области литературы, искусства и архитектуры за период 2020-2022 годов. По итогам тайного голосования ни один из претендентов не набрал необходимого количества голосов для получения госпремии. 3 государственные премии имени Дмитрия Гуля присуждаются 1 раз в 3 года. В преддверии Нового года в администрации города Сухум Беслан Эшпов встретился с детьми-сиротами. О том, как прошла встреча и чем порадовали детишек в мэрии, в репортаже пресс-службы столичной администрации.
В преддверии Нового года в администрации города Сухум мэр столицы Беслан Эшба встретился с детьми-сиротами. У нарядной елки в фойе столичной администрации мэр города Беслан Эшба радушно принимал детей-сирот и их опекунов, чтобы поздравить с новогодними праздниками и вручить подарки. От лица администрации города, от себя хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать вам крепкого здоровья, развития. Кто учится уже в школе, учитесь хорошо, обязательно. Это вам поможет в жизни. Вот. И чтобы Новый год принес вам много-много радости. Мы всегда будем рядом, всегда будем помогать, когда бы вам это не нужно было. Обязательно. Мы всегда рядом. Сам делаешь, нет. Это тоже Дед Мороз. Маленькие гости, немного смущаясь внимания к себе, прочли стихи и были вознаграждены одобрительными аплодисментами присутствующих. С голубой коробкой папа появился у дверей. Мы увидели шары, желтые и синие, серебристые шары, как в морозном ине. Беслан Эшба отметил благородный труд опекунов, которые взяли на себя ответственность за воспитание детей и окружают их теплотой и заботой. От души, действительно, вы, кто занимается воспитанием детей, мы понимаем ваше отношение к ним как самым родным. Поэтому за ваш огромный труд, за ваше отношение, за вашу человечность глубоко благодарим, честно говоря. И со своей стороны, я думаю, все нормальные люди к этому относятся так, как надо относиться к этому. И того пидутся. Опекун Наталья Колбая поделилась, что ее подопечный Ираклий пошел в 1 класс и проявляет интерес к учебе. А приход к мэру на елку он рассматривает как бонус за хорошие отметки. Мы очень благодарны, что все-таки вот заботятся, проявляют такое вот внимание. Большое-большое за это спасибо. А ребенок как? Ему нравится учиться? Ой, нравится. Он пошел в 1 класс, он хорошо учится у нас. Очень хорошо учится. Глава столичной администрации пригласил детей посетить новогоднюю елку на площади Свободы, где также много красивых инсталляций и интересных зон для игр. Амрамич Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. А Сирхамтас – традиционная новогодняя акция благотворительной общественной организации «Киараза» и компании «Аквафон» завершилась в этом году. Компания «Аквафон» исполнила желание маленьких подопечных фонда на сумму 100 000 рублей. Об исполнении желаний и о новогоднем чуде в репортаже Рады Чачава. В этом году количество писем, поступивших в благотворительный фонд «Киараз», стало рекордным. Около 700 детишек, обращаясь к своим Дедам Морозам и Снегурочкам, попросили о самом меньшем – о новогоднем чуде и исполнении заветных желаний. В этом фонду по традиции помогла компания «Аквафон». Утро самого важного дня, дня развоза подарков, началось с небольшого докупа из листа пожеланий. У сегодняшних волшебников все подготовлено заранее, но пару деталей необходимо докупить, чтобы отправиться к первой семье, с нетерпением ожидающей гостей. Чародейкою зимою околдован лес стоит, и под снежной бахромою, неподвижной и немою, чудной жизнью он блестит. Семья Шуген живет в селе Мерхяул Гулрыбского района. 6 детей написали Деду Морозу о своих желаниях. Маленький Айнар хотел в подарок Wi-Fi и шахматы, а Камачич увлекается рисованием и получила в подарок не только полный набор для юного художника, но и сертификат на посещение уроков живописи. Я написала, я интересуюсь шашками, Wi-Fi, уроки учить, читать, писать. Все сами вот что хотели, все им писали. Сами вот двойня, они что хотели, они сами не могли писать, это я им Камачич написала. Остальные все сами писали, что хотели, мы против не были.
в год один раз, пускай что хотят напишут Дедушке Мороз. И они так и сделали. Айнар просил Wi-Fi и шашки. Он получил, он очень благодарен вам. А детки маленькие, что хотели, тоже получили. Спасибо вам большое. Вот для Каматютя вы особый такой большой подарок сделали. За все вам спасибо за такие подарки, за такое внимание. Каматютя очень любит рисовать. В дальнейшем я хочу, чтобы она пошла в дизайнера. Я и в школе тоже учительница тоже говорила, что будем ее готовить. В семье Губановых, проживающих в Нижней Шере, 5 детей. И в их письмах к Деду Морозу множество классических детских желаний. От игрушечных автоматов до плюшевых игрушек и караоке-микрофона. Все мечты маленьких подопечных фонда «Киарас» были исполнены. Мальчик Лаша писал письма для всех детишек и рассказал, что Новый год – его любимый праздник. Ведь именно в Новый год возможно исполнение мечты. С радостью писал эти письма и очень доволен, что все так получилось. Там и подарки, и веселье, и салют, все главное. В обиду не оставляете, что вы у нас есть. Спасибо вам большое, огромное. Третья семья, которую посетили «Киарас» и «Аквафон», впервые встречаются не только с Дедом Морозом и Снегурочкой, но и с таким важным исполнением новогодних желаний. Детишки получили загаданные подарки к Новому году, чему были несказанно рады. Компания «Аквафон» одна из первых поддержала начинание фонда «Киарас», оказав содействие в реализации множества акций, в результате которых десятки семей получили материальную помощь. Традиционно компания исполняет самые заветные желания детишек, написавших письма Деду Морозу. И в этом году «Аквафон» и «Киарас» в очередной раз подарили сотням семей праздничное настроение, а главное – сохранили детскую веру в настоящее предновогоднее чудо. После того, как киаразовцы получили большое количество писем, компания «Аквафон» решила взять на себя осуществление желание детишек на сумму 100 тысяч рублей. Сегодня мы смогли посетить несколько семей, но это не значит, что мы забываем про других детишек. Обязательно все подарки будут доставлены в рабочем режиме. И для нас самое главное в том, что дать возможность детишкам поверить в предновогоднее чудо и поднять им настроение, что они не одни. Когда ты видишь ребенка, и у него глаза горят. И этот момент, он делает тебя счастливым, и он очень трогательно. Нас с такой теплотой сегодня встретили. Мы очень рады. Мы и в дальнейшем, конечно, будем поддерживать эту прекрасную акцию. Для благотворительного фонда «Киарас» не в новинку исполнять детские мечты. И, как рассказала сотрудник фонда Кама Гопия, счастье и радость, которую приносят детишкам эти, казалось бы, совершенно простые вещи – загаданные игрушки, наборы для рисования или настольные игры – стоят того, чтобы стараться ради их улыбок из года в год. Сегодня в рамках акции «Асерхамтас» мы с нашим официальным первым партнером компании «Аквафон» посетили 3 семьи, подарили прекрасным деткам подарки, заветные их мечты исполнили, какие-то уникальные их просьбы выполнили. Это тоже для нас своего рода традиция, потому что компания «Аквафон» также ежегодно выделяет нам значительную сумму денег для того, чтобы мы могли исполнить желания наших детей. То счастье, ту радость, которую мы сегодня подарили детям, невозможно описать словами. Мы верим в то, что вот такие моменты очень сильно и положительно влияют на наших детей. Хотим выразить огромную благодарность прежде всего компании «Аквафон» и всем сотрудникам, всему руководству за стабильность, за доверие, за дружеское плечо. Исполнение детской мечты – это на первый взгляд совсем ничего, лишь мелочь. Но в этой мелочи кроется столь многое, что сложно описать. И вера в чудо, которую вчерашний ребенок заберет с собой во взрослую жизнь, и знание о человеческой доброте и отзывчивости, и исполнение желания, которое не только радует, но и дает ощущение настоящего волшебства. А если возможно волшебство, то однозначно возможно и все остальное. Рада Чачава, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Подошла к концу еще одна новогодняя акция «Ашан Ацла». На вручении самых интересных подарков присутствовала и наш корреспондент Ульяна Рожкова.
Около 400 писем от детей были направлены в фонды Киаразы Ашана, и почти все из них нашли своего исполнителя. На завершающем мероприятии акции Ашанатсла были вручены самые интересные подарки 20 детям подопечным фондов, чьи желания не оставили равнодушными многих. В основном в письмах просили незаурядные подарки, такие как теплые ботинки и вещи первой необходимости, поделилась директор КБФ Ашана Мактина Джинджолия. Сегодня на финальное мероприятие мы пригласили 20 детей подопечных фондов. На наш взгляд, их желания были наиболее интересными, но мы решили сделать даже больше, чем у них написано в письме. Почти 20 лет ЮНИСЕФ работает в Абхазии и вносит свой вклад в развитие образования, социальных услуг и здравоохранения. В данной акции организация принимает участие уже второй год, отметил глава Сухумского офиса ЮНИСЕФ Оливье Тане. Это мероприятие тоже для нас очень важно, потому что мы считаем, что дать детям возможность отпраздновать Новый год, Рождество и вот эти ощущения, это тоже очень важно для них, когда в будущем они будут становиться частью здорового, полноценного общества. Ребята с самыми необычными желаниями были приглашены на подведение итогов акции, где Деды Морозы лично вручили им подарки. У Александра Калайджана много увлечений и разных хобби. В своем письме он попросил реабилитационный велосипед. Исполнение мечты мальчика взял на себя коммерческий банк «Универсал Банк». Мы тебе вручаем маленький подарок, конструктор, который ты будешь собирать, пока Дедушка Мороз привезет. Вот я тебе вручаю сертификат на получение твоей мечты велосипеда. Удачи, здоровья, чтобы у тебя все всегда сбывалось так, как ты хочешь. Все присутствующие были удивлены неординарными и творческими желаниями. С помощью неравнодушных людей сокровенные мечты подопечных благотворительных фондов были исполнены, а самая лучшая награда – это эмоции и улыбки на лицах этих детей. Рожкова Ульяна, Рамо Камке, Абхазское телевидение. Республика Абхазия официально примет участие в спортивных играх БРИКС. Абхазия получила приглашение в рамках договора, подписанного между председателем Госкомспорта Абхазии Тарасем Хагба и министром спорта Российской Федерации Олегом Матицыным. Мероприятие пройдет в 2024 году в России. В нем примут участие более 50 стран мира и более 5000 атлетов. Это масштабное мероприятие на стыке спорта, науки и культуры. Спортсмены под абхазским флагом будут представлять Абхазию. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 27 декабря на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможен дождь, в горах снег. Температура воздуха ночью 1,6, днем 6-11 градусов, температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.